Беженцы из ЛНР, ДНР и Украины стремятся трудоустроиться в республике. О своем желании они заявили во время встречи с министром труда, занятости и социальной защиты Коми Катериной Грибковой. Она провела с ними личную встречу в Ухте. В городе уже 60 беженцев. В целом в республику из Донбасса и Украины прибыло 300 человек. Подробности у Виктории Науменко. Решать вопросы оперативно и по возможности на муниципальном уровне. Это главная задача, которая стоит сейчас перед руководством Ухтинской администрации. Сейчас в мэрии формируется штаб, который объединит все ведомства, задействованные в оказании помощи беженцам. Сегодня их представители также в зале Ухтинской администрации. Как и министр труда, занятости и соцзащиты Республики Коми готовы ответить на вопросы граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. В Ухте их на сегодняшний день уже 60 человек, в республике более 300. Когда, конечно же, численность была небольшая, вопросы решались очень быстро, оперативно, какого-то отдельного межведомственного взаимодействия не требовалось. Сейчас мы понимаем, что мы сталкиваемся и с проблемами миграционными, и трудоустройства, и перевода документов, и другими. Поэтому я предлагаю сейчас всем участникам в своей части доложить, какая проблема и решается, и какие вопросы рассматриваются на территории Ухты. Вопросов множество. Здесь трудоустройство беженцев, предоставление муниципального жилья, переводы документов и денег в рубли, поддержка семей беженцев с детьми-инвалидами, в частности, компенсация средств на питание и гигиеническую продукцию. Большинство из них дают возможность обсудить в индивидуальном порядке. Некоторые решают на месте. Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос с удостоверением убежища. На территорию ДНР и ЛНР перемещение возможно? Вопрос по компенсации средств по питанию и то, о чем вы сегодня говорите, он на нашем контроле. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет решен. Андрей Литвиненко прибыл с женой из Мариуполя в середине марта. Остановилась семья у родственников супруги. Она уроженка Ухты. Жена у меня с Ухты, отсюда. Была вместе со мной в подвале там 2 недели. А так что там рассказывать? Прибыл машиной своей под обстрелом. Сейчас мужчина решает вопросы с трудоустройством. Их он сегодня и смог обсудить. Вообще водитель экскаватора-погрузчика. Хочу по профессии найти работу. На мои вопросы ответ мне сказали. Вопросы о жилье и трудоустройстве самые распространенные. Все прибывшие на территорию республики жители ДНР и ЛНР встают на миграционный учет и имеют право сразу обратиться за временным убежищем. Как раз оно дает им право законно находиться и работать на территории Ухты в течение года. На сегодняшний день среди беженцев уже есть те, кто трудоустроился. В этом случае работодатели должны уведомить МВД о том, что взяли на работу иностранного гражданина. Просрочка с подачей такого уведомления грозит штрафом. Но стражи порядка идут навстречу как могут. Ни одного штрафа с начала спецоперации не было. У нас проведена огромная работа именно с индивидуальными предпринимателями и с организациями на территории Ухты, которые у нас осуществляют взаимодействие с иностранными гражданами в плане того, что они знают о своей необходимости подавать уведомления. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.